В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Крупнейший промышленный объект, который строится в условиях вечной мерзлоты. В Якутии продолжается модернизация Жатайской судоверфи. Расскажем, на каком этапе находятся работы. В самом разгаре период навигации. Речникам предстоит доставить в районы республики жизнеобеспечивающие грузы. Первым делом вертолеты. Спасатели Якутии провели тренировку по беспарашютному десантированию. Провести лето с пользой и даже заработать деньги. В Нерюнгри начал свою работу трудовой отряд подростков. 18 миллионов посетителей, концерты, флешмобы и арт-фестивали. В Москве завершила свою работу выставка «Россия» на ВДНХ. В республике продолжаются работы по модернизации Жатайской судоверфи. Это крупнейший промышленный объект, который строится в условиях вечной мерзлоты. По прогнозам, до 1936 года в судостроительных цехах должно быть построено 100 речных судов. Сегодня с ходом работ на верфи ознакомился председатель правительства республики Кирилл Бычков. Подробности расскажем в следующем сюжете. Для Якутии речной флот является одним из важнейших видов транспорта. Именно при его помощи осуществляется львиная доля северного завоза, доставка грузов в Арктику и по Северному морскому пути. Флот постоянно нуждается в обновлении и реконструкции. Именно для этих целей в Жатае идет модернизация судостроительной и судоремонтной верфи. В прошлом году был расторгнут контракт с прежним подрядчиком из-за неудовлетворительной оценки его работы. И на площадку зашел новый подрядчик в лице компании ИФК РФА Инвест. Проезды площадки, вот как видите, не работают. Внутри здания, получается, у нас металлоконструкции там выполняют работы. Также, получается, у нас работа выполняется в части именно вот АБК. А там, получается, у нас идет отделочная работа, внутренняя инженерия. И идут у нас работы по электротехнике. Там, получается, у нас тоже идет обследование. Материалы полностью завезены, заказаны, вот как вы видите. И в настоящее время еще также, получается, вот за зданием у нас строится стапельная линия слип. И там, получается, вот выполняем все земляные работы. Объем работы очень большой. Аналогов Жатайской судоверфи в стране нет. Сейчас на объекте работает более 120 человек, и к концу 2024 года должен быть завершен первый этап строительства. Неизбежно здесь возникновение ряда вопросов, ряда проблемных таких участков, на которые сейчас приходится обращать внимание. В целом все такие сложности, они преодолимы. Безусловно, это иногда фактор времени, иногда фактор финансовый нужно подключать. Но в целом координация нынешней команды проекта, которая взялась за эту работу в прошлом году, показывает, что сдвиги по, скажем, такому, по скорости выполнения, по нагоночным графикам, они идут. В следующем году уже планируется проведение первых работ в тестовом режиме. Строительство верфи находится на контроле не только республиканских, но и федеральных властей. Александр Хавренко, Семен Семенов, Жатай. Ну а пока в Якутии полным ходом идет первый тур навигации по доставке жизнеобеспечивающих грузов. В этом году запланировано завезти 1 миллион 251 тысячу тонн. Из них на данный момент доставлено около 480 тысяч тонн. Это около 38% от общего плана. Уже завершен завоз грузов на быстро мелеющие реки Амга и Вилюй. Активная подготовка ведется к перевозке грузов по арктическим рекам республики. Всего по ним планируется перевезти 350 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. Хочу заметить, что за аналогичный период прошлого года было отгружено для нужд республики 433 или 24%. То есть мы сегодня чуть опережаем планы прошлого года. На сегодняшний день, как и ранее мы докладывали, завершили завоз грузов на быстро мелеющие реки Амга и Вилюй. Плановые объемы полностью завезены. Тем временем министр культуры Афанасий Ноев проверил ход реконструкции задания под новый учебный корпус Алданской детской школы искусств. Высокий уровень контроля говорит о статусе объекта. 74 миллиона рублей выделены на реконструкцию по национальному проекту «Культура». На стройплощадке побывал и Руслан Павлов.
Трудно представить, но к концу года в этой пока пустой каменной коробке зазвучат флейты и аккордеоны, отстроенные голоса и смех талантливых детей. Алданская детская школа искусств в очередной раз вошла в национальный проект «Культура» и получила 74,5 миллиона рублей на реконструкцию здания под новый учебный корпус. Не каждая школа может похвастаться, что 2 даже проекта подряд, а у нас уже это 3-й проект. И если так посчитать, то в общей сложности мы привлекли в район уже практически почти 100 миллионов рублей федеральных денег. Ну, я думаю, что это как бы нормальный показатель для бюджетного учреждения. Ход строительных работ под пристальным контролем всех ветвей власти. Вот и министру культуры республики показали и рассказали, как здесь все будет устроено. Министерство культуры как учреждение, которое должно именно следить за ходом ремонтных работ, контролировать, так мы довольны тем, что сегодня именно со стороны и администрации района, и детской школы искусств идет именно совместная работа со строительной компанией, которая ведет работу по графику. Так? И мы надеемся, что в ноябре месяце ремонтные работы закончатся. На первом этапе реконструкции здания, которое раньше служило объектом бытового обслуживания населения, были отставания по объективным причинам. Сейчас работы идут по графику и даже с небольшим опережением по ряду позиций. Все идет по плану. Небольшое отставание у нас идет по 2-му этапу, это крыша. Но это все по объективным причинам. Во-первых, это, конечно же, наши осадки. Сами знаете, до какого месяца у нас шел снег. И это нас немножко подвел Ростелеком, потому что свои коммуникации он убирал очень долго. Но, слава богу, все сделали. И сейчас уже все вошли в план, в график. И я думаю, что крышу мы недели через 2 уже закроем. Сдать объект под ключ планируется в ноябре этого года, чтобы к новогодним праздникам воспитанники и педагоги детской школы искусств получили долгожданный подарок и отметили здесь новоселье. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. И к другим темам. 10-й парламентский форум БРИКС открывается сегодня в Таврическом дворце Петербурга и продлится 2 дня. В этом году форум будет посвящен теме «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Делегации палат Федерального собрания возглавят председатель Софеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Матвиенко сообщала, что перед участниками форума выступит президент Владимир Путин. Она отметила, что участие российского лидера в форуме подчеркивает значимость этого мероприятия. Госдума приняла в 3-м окончательном чтении закон о донастройке налоговой системы в России, вводящий, в частности, прогрессивную шкалу по налогу на доходы физлиц, семейный налоговый вычет и пересмотр ставок ряда налогов. Доходы граждан в виде северных надбавок и коэффициентов будут облагаться НДФЛ по-прежнему по ставкам 13 и 15% с суммами выше 5 миллионов рублей. Также изменения не затронут выплаты участникам СВО. Согласно расчетам Минфина страны, изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны, то есть около 2,5 миллионов человек. Ну а в Ленске продолжается асфальтирование дороги в аэропорт. Подрядная организация «Арарат» начала работы 17 июня. Сегодня на автодороге работает тяжелая техника, частично ограничено движение транспорта. Закончить ремонт планируется к концу августа. С подробностями наши коллеги. Дорога Ленский аэропорт. Ее ремонта ждали давно. И вот в прошлом году тендер был разыгран. Его выиграла подрядная организация «Арарат». В июне текущего года работы были начаты. Сегодня они идут в плановом режиме. Уже заасфальтировано 1100 метров дорожного полотна. Ровно половина дороги. Сейчас, как на данном участке, видите, почти 700 метров нижнего слоя вложено асфальта. Идет асфальт у нас 2 слоя. 6 сантиметров нижний слой и верхний слой 4 сантиметра. На данном участке у нас 2 слоя. Чуть ниже, там у нас участки были выравнивающие слои, были, там помедленнее шли. А так идем мы по графику. У нас осталось, скажем так, мы разбили на участки асфальтирования. У нас осталось еще 2 участка по 600 метров. Сегодня на дороге работает асфальтоукладчик, маленький каток, а также большой 8-тонный. Укладка асфальта идет поэтапно. Все материалы в наличии, закуплены наперед. Погодные условия сопутствуют подрядчику. Вероятнее всего, работы будут закончены раньше сроков. Средства на ремонт были выделены из бюджета районной администрации. Сумма контракта составила 83 миллиона 300 тысяч рублей. Новое дорожное полотно будет протяженностью 2800 метров. Асфальт будет уложен до здания аэровокзала.
Сейчас также у нас Управление производственного развития осуществляет контроль по работам. Сейчас уже поступают вопросы от жителей, да, по видам работ, как делают. То есть, ну, конечно же, мы на это реагируем, смотрим, да, как у нас подрядчик производит работу, ну и оперативно выезжает. Сегодня в городе продолжается ямочный ремонт. Также подрядчики вышли на ремонт дороги Витим-Пеледуй. В этом году закончился ремонт дачной дороги. Завершили последние 400 метров. Осталась установка знаков и разлиновка дорожного полотна. Направлена заявка по ремонту дороги в микрорайон Теплый Стан. И, конечно, остается на контроле вопрос ремонта республиканской дороги Ленск-Мирный. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. Управление Госстройжилнадзора Якутии принимает жалобы от горожан по поводу отключения газа в многоквартирных жилых домах, не прошедших техническую диагностику газовых сетей. В настоящее время сотрудниками управления проведено 18 проверок, 16 из которых выявили нарушение законодательства. Применены административные меры к управляющим компаниям, допустившие нарушения. Сотрудниками управления принимаются жалобы от горожан и по оплате газа. Для быстрого реагирования были созданы горячие линии по вопросам отключения 34 27 35 и по оплате 50 63 91. Поступило обращение от прокуратуры Республики Саха-Якутия о внеплановых контрольно-надзорных мероприятиях. Были проверены более 200 многоквартирных жилых домов и, соответственно, управляющим компаниям были выданы предписания для устранения нарушений и проведения работы по диагностике оборудования, как я уже говорила, эксплуатация которых превышает более 30 лет. И получение положительного заключения, передача ресурсно-снабжающей организации для того, чтобы эти вопросы были разрешены. В Якутске продолжается реализация программы «1000 дворов». В настоящий момент в столице региона работы ведутся на 5 объектах. Благоустройство дворов включает в себя возведение детских площадок с современными и безопасными объектами малых архитектурных форм, а также ремонт прилегающей территории. Подробности далее. В этом году в рамках проекта «1000 дворов» в Якутске планируется благоустроить дворовые территории на проспекте Ленина, улицах Чернышевского, Кирова и Кальвица. На последней улице строители готовы приступить к укладке асфальта. Работы начались в конце мая. Сейчас на сегодняшний день положено больше 450 метров квадратных тротуарной плитки. На днях планируется заливка бетона под детскую площадку. И на следующей неделе планируем уже класть асфальтовое покрытие. Здесь сейчас находится один погрузчик. Ежедневно от 6 человек здесь работают, постоянно находятся на объекте. Также присутствует один мастер, прораб. К концу сентября во дворах обустроят не только детский городок, в который будут входить качели, горки и прочие сооружения для детей, но и спортивные поля. Детская площадка планируется около 500 квадратных метров. Сейчас в этом месяце начнется заливка бетона, и после заливки бетона резиновая крошка покрытия. И после этого будет установка детской площадки. В детской площадке будет футбольное поле, баскетбольное поле и для меньших качелей, каруселей и тому подобное. Жильцы домов, попавшие в программу, очень рады, что в скором времени у них будут новые и хорошо оборудованные дворы, а самое главное – детские площадки. В прошлом этот двор не представлял из себя безопасную территорию, поэтому жильцы с нетерпением ждут завершения работ. Вообще очень рады, что у нас наконец-то делают новую площадку, делают большую парковку, будет детская площадка, я так понимаю, что будет спортивная площадка. Самое главное, что двор будет наконец-то чистый, потому что раньше наша площадка была самая непригодная к использованию. Дети там, конечно, играли, но было все сломано. Сама площадка была сырая, вечные эти штыри, которые... Проект «1000 дворов» реализуется с 2022 года. В Якутии за это время уже было обустроено 185 дворовых территорий. Объекты в Якутске планируется ввести в эксплуатацию в конце сентября. Александра Котельникова, Владимир Павлов, Якутск. Инспекторы Россельхознадзора совершили профилактический визит в крестьянское хозяйство М. По закону тем, кто занимается растениеводством, разрешается применять химдобавки, только включенные в федеральный каталог. Также хозяйство обязано включиться в единую систему под названием «Сатурн». Там указывается, откуда и как приобрели химпрепараты, если обнаружится нарушение тех или иных правил. И тогда взимается штраф с юридических лиц в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Или же приостанавливается деятельность на 90 дней. Всего в этом году госинспекторы
провели просветительские беседы в более чем 120 хозяйствах, и никаких нарушений не обнаружено. В ходе проведения визита мы доводим информацию о соблюдении обязательных требований регламента применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельхозпродукции. Есть обязательные требования, да, то есть допускается применение удобрений, только включенных в каталог разрешенных на территории Российской Федерации пестицидов и агрохимикатов. Летом многие подростки устраиваются на работу. Одну из таких возможностей в Нерюнгри дает трудовой отряд подростков. Подробнее о программе летней занятости молодежи расскажет Екатерина Павлова. Каждый будний день в 9:30 нерюнгринские подростки в оранжевых жилетках с надписью «ТОП» собираются своим отрядом для того, чтобы сделать город чище. Основная задача – уборка территории. Рабочий день – от 2 до 3,5 часов. Мы делаем город чище, то есть мы убираем разный мусор, подметаем тротуары и дороги. Тут очень такой дружный коллектив, приятно в нем работать. Я подала заявку, это был очень тяжелый отбор, потому что не всех брали. Мне повезло работать, есть разные работы, кто-то подбирает мусор, если кто-то устал, дальше будет мести, также если что-то кто-то устал. Данный проект в программе летней занятости молодежи успешно реализуется в Нерюнгри уже 5-й год. Он доказал свою значимость и востребованность. В первом сезоне у нас работало 12 ребят. В этом сезоне работает 10 человек. И у нас набран уже сезон на 3-й месяц, на август. И помимо этого в резерве находятся ребята, которые также хотели попасть в отряд, но, к сожалению, по ограниченному количеству мест не смогли этого сделать. Но в случае, если появятся места, то мы будем отбирать ребят из резерва. Помимо трудовой деятельности, ребят стараются вовлекать и в волонтерскую сферу. Сейчас мы разрабатываем программу тренингов на командообразование, на развитие гибких навыков и планируем, что после окончания 2-го сезона эти ребята останутся уже с нами и будут работать в качестве волонтеров нашего волонтерского корпуса. Ребят из трудового отряда подростков объединяет не только желание подзаработать, но и сделать свой город лучше и чище своим добросовестным трудом. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Завершился 4-й республиканский конкурс швей для участников спецоперации. Группа женщин-волонтеров не смогла остаться в стороне, и в конкурсе приняли участие 10 команд из нескольких районов республики. Всем участникам были переданы благодарственные письма, а гран-при была удостоена команда из Кобяйского района, им вручили швейную машинку и оверлок. Остальные команды-призеры также были награждены швейными машинками, закроенными электрическими ножами и серебряными оберегами. Очень много шито. Это 70 комплектов, это где-то, если по 15 штук считать, это очень много, внушительная такая сумма. Более 1000, наверное, где-то около 2000 изделий поштучно, если взять. Но мне кажется, женщины довольны. Опять-таки новые знакомства, забота именно нашего правительства ощущается очень сильно. Слаженная работа и профессиональные навыки могут спасти жизни в самых экстремальных условиях. Именно с этой мыслью готовится отряд службы спасения по беспарашютному десантированию. Перед реальными спусками спасатели прошли 2-недельные теоретические занятия. А вот за применением их на практике следила наша коллега Дарья Короленкова. Я уже поменял. 4-й. Руководители проверяют снаряжение и спусковые устройства, чтобы убедиться в их надежности. Только после этого начинается практическая часть. Перед каждыми учениями в обязательном порядке проводится инструктаж. Инструктаж мы прошли, готовимся к взлету. Сами мы спускаться не будем, оставим это дело профессионалам. Тем более у них на счету немало спусков, как, например, у Ивана. Иван, а расскажите, сколько уже, который раз спускаетесь? 40-й выпуск, спуск. А в качестве выпускающего? В качестве выпускающего первый раз. Выпускающий и десантника обязанности разные. То есть, если десантник выпускается, а выпускающий самостоятельно не выпускается. Сейчас на борту ребята отрабатывают действия выпускающего из вертолета. От него зависит правильное зацепление веревки, забултовка в спусковое устройство, выход. Как правило, первым спускается наиболее опытный спасатель, который затем страхует своих коллег. Сам выпускающий контролирует спуск и поддерживает визуальный контакт и связь с пилотом. Такая роль имеет свои сложности.
Сложностей много, на самом деле. Это дефект шнура может быть, неподготовленный, воздушное судно может быть неподготовленное. Ну и если десантник первый раз выпускается. Одним из таких новичков оказался Дмитрий Корнилов. В роли выпускающего он работает впервые. Несмотря на новое для него амплуа, Дмитрий показал отличные результаты. Ответственности уже больше становится, как выпускающему. Ты отвечаешь за всех, которые у тебя на борту, и десантников, и которых вытащили по работе. Веревку должен там завязать, поставить на точке. После этого уже по десантнику работает и страхует. Конечно, первый раз волнительно, все прошло, а так все прошло отлично. В будущем, думаю, еще лучше будет. Спасатели Якутии проходят экзамен ежегодно, постоянно совершенствуя свои навыки, обмениваясь опытом с коллегами из других регионов. Парни справились, молодцы. Как бы говорят, есть ошибки, есть шероховатости. Вот ошибок не было, шероховатости были, которые будут устраняться в ходе получения опыта, повышения мастерства и профессионализма. Такие спуски на практике применяются, например, для спасения рыбаков на льдинах, при пожарах или паводках. Зимой и летом в любую погоду спасатели вылетают в труднодоступные районы, куда можно добраться только с помощью авиации. Теперь, когда каждый спасатель уверен в своих силах, они готовы к реальным вызовам и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Якутск. Завершилась международная выставка «Форум России», а масштабная экспозиция длилась 8 месяцев. В павильоне ВДНХ были представлены все 89 регионов страны, а также крупнейшие госкорпорации. По подсчетам организаторов, выставку посетили 18 миллионов человек. Якутский стенд пользовался большой популярностью, его гостями стали 2 миллиона человек. Каждый день здесь проводились различные мероприятия. Мастер-классы, концерты, презентации. По итогам интернет-голосования Якутия попала в топ-15 самых популярных регионов. Конечно же, это большая заслуга наших стендистов, которые каждый день рассказывали посетителям о нашей республике, рассказывали о наших достижениях, о нашей культуре, просвещали всех посетителей, проводили обряды Алгыс. И вот наши посетители голосовали за наш стенд, и именно на нашем стенде мы набирали голоса. Это, мне кажется, очень ценно для нас. И последнее. Министр спорта страны Михаил Дегтярев отметил успешное проведение 8-х игр «Дети Азии». Дегтярев обратил внимание, что международные спортивные игры объединили более 2000 юных атлетов из 24 государств. Напомню, что Дегтярев принял участие в церемонии открытия 8-х спортивных игр «Дети Азии» и, обращаясь к участникам, сказал: каждый спортсмен сможет проявить себя с лучшей стороны и увезет с собой не только завоеванные медали, но и незабываемые впечатления от пребывания в нашей стране. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.